Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что ждет вас в ближайшие минуты, в ближайшие часы, в ближайшие дни? Если тема вам интересна, пожалуйста, загадайте на себя. Мысленно либо вслух задайте этот вопрос. И пусть нужная информация вас, мои хорошие, обязательно найдет. Также от себя спешу вас, мои любимые, сердечно поблагодарить за то, что выбираете быть со мной, и за ту невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, донатами, которую вы мне оказываете. Земной вам поклон. Итак, давайте посмотрим, что ждет вас в ближайшие минуты, часы и дни. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ого! Какое-то очень приятное и незабываемое событие вас ждет. Как будто бы радуга над вашей головой. Как будто бы, знаете, какие-то страхи, неприятности, как будто бы оставите позади. Буквально у кого-то в ближайшие минуты, у кого-то в ближайшие часы, у кого-то в ближайшие 2-3 дня какое-то незабываемое, невероятно теплое, положительное событие идет. Ну, либо какая-то ситуация, которая вот как радуга над вашей головой. Вы прям радость почувствуете, счастье почувствуете, вам очень будет хорошо. Как переключаетесь из какого-то негативного поля в позитивное поле уходите. Очень классное событие. Еще я у вас вижу бумеранг. Этот бумеранг, он прям такой мощный, летит, каких-то людей с ног сбивает. Это не один человек, их несколько людей. У кого-то даже отыграется как группа людей. В общем, бумеранг один, но сбивает нескольких людей сразу. Видите, бумеранг летит от вас, с вашей стороны. Либо буквально вы с кем-то поссоритесь, либо вас кто-то обидит, и тут моментальная карма, да, наступит. Ну, либо время пришло, да, бумеранг долетел, и ваших обидчиков вот просто собьет с ног. Прям морозить будет, мурашить, морозить будет от этого события. Причем вот эти вот, которых сбивает бумеранг, они ведь понимают, за что им прилетело. Да? Может быть, вы им говорили, что не надо меня обижать, плохо дело будет. Либо вы не правы, товарищи, побойтесь Бога, да? Это несправедливо то, что вы делаете. Они такие, типа, ладно. Ну вот теперь летит бумеранг и всех их собьет, просто вот собьет. Так, есть какая-то облезлая лиса и жаба. 2 человека, лиса и жаба. Один очень хитрый, а второй очень завистливый. Что-то они не поделят, и у друг дружки зубы будут пересчитывать, да, вот кто кого, кто на кого, кто кого. Эта ссора этих 2 людей произведет неизгладимое впечатление, там все будут за этим следить, все будут это обсуждать, как горячие новости, да, потому что хитрый и завистливый, либо жадный, даже, может, жаба это тоже жадность показывает, вот они как что-то не поделят, там разборки начнутся, выяснение отношений, у кого-то прям действительно мордобой будет. Ну, понятно, что разные события, разные люди, да, у каждого по-своему произойдет. Но зрелищно, незабываемо, да, все будут следить за этим, вы тоже будете следить. Так, а вот здесь вы как-то себя проявите совершенно по-иному, по-другому, не так, как вам свойственно. Ну, допустим, вы человек безотказный, и плохие люди это знают и этим пользуются. Но в этот раз вы скажете нет, причем так четко, как отрежете. Скажете, ну не буду, да, у меня свои дела, свои задачи, либо я просто хочу отдохнуть, я очень сильно устала. Вот поступаете, либо ведете себя так, что сами от себя не ждете. В принципе, от вас никто этого не ждет. И вы прям чувствуете, что вы молодец, что именно так нужно поступать, что не нужно идти у всех на поводу, что не нужно быть безотказной либо безотказным, что не нужно себя, свои ресурсы тратить на людей, которые, в принципе, в этом не нуждаются, либо из хитрости пытаются свое сэкономить, но на вашем прожить.
вам прям понравится. Вот поймете, что говорить нет, это все-таки приятно. И приятно, и полезно именно для вас. Может быть, как-то с работой связано, либо с родственниками, с друзьями, может быть, да, вот прям откажете, так четко, как отрежете. Так, мужчина и женщина. Серьезный разговор между ними. Причем у женщины такое уставшее выражение лица, как уже ничего не ждет. А мужчина, наоборот, какой-то перевозбужденный, он тут женщине все на свете пообещает. Может быть момент, когда вы обсуждаете ваши отношения, либо то, что отношения зашли в тупик. Может быть, вы как женщина говорите мужчине, что ну, я устала, с меня хватит, да, я не вижу дальнейшей перспективы, и меня совершенно не устраивает то, как ты там, относишься ко мне, к нашей паре, как видишь будущее. Мужчина такой перепуганный, возбудился, такой, нет, не бросай меня, я все для тебя сделаю, там, хочешь звездочку, хочешь там солнышко, луну, вот все тебе принесу, все тебе отдам, но только не бросай. Прям будет уговаривать вас, и ну вот как сам из себя, да, выходит, из шкурки выпрыгивает, на все готов, лишь бы женщина его не оставила, выслушала, вот как-то убедить, да, хочется убедить. Ну, девчонки, возможно, да, мужчина стал на путь исправления. Возможно, вот этот страх вас потерять творит с ним чудо, и мужчина начнет себя вести вполне себе нормально и адекватно. Вы можете как лично разговаривать, так и по телефону, может быть, по видеосвязи. Вот прям лица на нем нет, а у вас, наоборот, лицо такое, знаете, ну вот уставшее, вы такая, мне уже все равно. И мужчина такой, нет, пожалуйста, все, что хочешь. Хочешь замуж, хоть завтра, там, хочешь свадьбу, хоть завтра, хочешь там зарабатывать начну, там, работать начну. В общем, много будет вам обещать, и он действительно напуган. То есть это не поддельные эмоции и чувства, это настоящие эмоции и чувства. Так, работа. Кому-то тут работа непочатый край. Вас то ли перед фактом ставят, что это все нужно выполнить, как вам дают лимит времени, либо у вас домашняя работа, к вам, например, гости едут, и вы такая, ё-моё, и готовить, и уборку, и все на свете. Ну, глаза боятся, руки делают, да, есть же такая поговорка. Вот и у вас так получится. Будете возмущаться, скорее всего, либо переживать, что не успеете. Но на самом деле все сделаете, все выполните. И еще, девушки, женщины, кто у меня будет действительно встречать гостей, а может быть, ваша работа как-то связана с приготовлением еды. Вот вижу, что превзойдете сами себя. Готовьте сразу несколько порций, да, либо удвоенную, тройную порцию, потому что просто вот сметут, как саранча сметут, вот честное слово. И еще буду требовать добавку, чтобы вам там не пришлось в разгар праздника идти и что-то там ну, на скорую руку делать, да. Готовьте больше порции. Мне вот идет, что очень вкусно сделаете. Сами себя как превзойдете, и все будут требовать добавку. Да, либо с собойчики будут просить. Дальше вот здесь показана птица, причем птица очень крупная. Птица, которая ну, буквально села на гнездо, яйца будет нести. Смотрит она влево. Скорее всего, вы больше денег получите, либо ваш доход прям очень сильно увеличится. То есть вы этого не ждете, вы этого не предполагаете, вы на это не рассчитываете, но птица, сами видите, да, очень крупная. И села нести яйца. То есть денег больше получите. Неважно, либо вы там договаривались на какую-то сумму, либо вы там в голове подсчитали, сколько вы должны получить. Но вот мне идет, что денег будет больше. На радость вам денег будет больше. Дальше, мои хорошие, у кого-то идет встреча со знакомыми людьми. Да? Вы знаете этих людей. Вы будете очень сильно удивлены тем, как эти люди к вам относятся. Прям, не знаю, в рот заглядывают, в глаза заглядывают, такие прям учтивые, там обнимаются, целуются. И вы такая, ничего себе, да? Что случилось, почему такое обращение, почему такое поведение? А вот мне идет, что до этих людей наконец-таки дошло, что вы очень светлый человек, и что вашу дружбу, ваши добрые отношения нужно действительно и заслужить, и ценить. И, скорее всего, они что-то про вас узнали, кто-то им что-то рассказал, и вот они теперь очень стараются вам угодить. Ну, для вас это плюс, а для этих людей это скорее минус, да, раз они изначально не могли построить с вами хорошие, теплые, доверительные отношения. Просто какие-то знакомые люди прям будут из шкурки вылазить, лишь бы вам угодить, лишь бы вам выказать свое признание,
любовь, желание там с вами сдружиться крепче. Вот такая: да ладно, да не надо, да зачем вы там, не стоит так себя вести. Но что есть, то есть. Дальше с левой стороны телефонная трубка. Из телефонной трубки какие-то слова вылетают, как эти стрелы вылетают. По телефону кто-то вам что-то будет высказывать, либо даже у кого-то отыграется, что грубить, да, хамить, грубить по телефону. Ну, совет такой, что не слушайте, да, ложите трубочку и все. И пусть там человек сам с собой разговаривает. Очень похоже, что тот, кто позволит себе грубость либо хамство, очень сильно расстроен, очень сильно раздосадован и считает вас виновником либо виновницей своей какой-то текущей очень сложной ситуации. Хотя вы тут, скорее всего, ни при чем, а даже если при чем, то тогда человеку прилетело по справедливости. Ну вот человек посчитает своим долгом вам вот высказать, да, что вот из-за тебя у меня проблемы, либо ты там такая-сякая. Просто не слушайте и не разговаривайте. Тут даже, знаете, если у вас есть бывшие, могут кого-то там из знакомых попросить, чтобы вас набрали, либо с незнакомого номера набрать вас. И вот высказать, что вот, ты меня бросил, как так, не стыдно. Просто не разговаривайте и все. Видите, как неприятности летят из телефонной трубки. Так, в ближайшие минуты у кого-то будет состояние, вот вам как будто бы отказывают, вам говорят нет. И вы такая: что значит нет? Как нет? Я тут стараюсь, вкладываю, что-то оплатила. Что значит нет? Да, вам вот прям идет нет. Но это нет, оно как будто бы не настоящее, это ошибка. Вам откажут по ошибке. И если вы руки не опустите, если вы начнете разбираться по этому делу, то все это выяснится. Возможно, какие-то нерадивые сотрудники, может быть, кто-то новенький, может быть, там что-то перепуталось, да, вам могут по ошибке отказать. Но опять же, за себя нужно бороться. Вот. Нужно выяснять, поднимать все, просить, чтобы вам вот детально, да, дали, расписали, почему вам нет, если вы все сделали правильно. По чьей-то халатности вам могут сказать нет, хотя на самом деле как бы там твердое да должно идти. Дальше будьте поосторожнее с острыми предметами, особенно вот ножи, наверное, да, острые. Все острые предметы, будьте с ними поосторожнее. Тут большой риск, что вы можете пораниться. Не могу сказать из-за чего, но вот предупреждаю, да, будь просто поосторожнее, либо не делать быстро, либо когда вы работаете с острыми предметами, просто не спешить, да, все делать спокойно и размеренно, и тогда все будет хорошо. Так, мои хорошие, что-то будет пропадать, только я не могу вам точно сказать, что. Не знаю, свет, вода, интернет, что-то может пропадать. Но это не люди, нет, это то, что идет как будто бы по каким-то трубам, проводам, может быть, над землей, под землей. Там как что-то техническое, да, поломки технические. Ненадолго, но тем не менее. Может быть, вы даже будете нервничать, да, потому что людям не говорят, либо вы не знаете, где спросить. Ну вот как что-то пропадать может. Но опять же, от вас тут ничего не зависит. Тут эти ремонтные службы, либо поломки какие-то. Ну, что-то в таком ключе. Дальше, мои хорошие, я вижу семью. Семья куда-то вместе то ли пойдет, то ли поедет. Вы замечательно проведете время, но очень сильно устанете. Это не значит, что вам не нужно куда-то ездить. Это значит, что вы должны как-то тщательнее планировать свой досуг, да, что вы будете делать, чем заниматься, и лишнего не набирайте в свои планы. Да, пусть у вас будет программа поскромнее, но не так сильно устанете. Чтобы потом еще там друг друга не обвинять, что это типа из-за тебя мы так устали, нет, из-за тебя. Вот чтобы этого не было. Так, еще я вижу, что вы денег потратите больше, чем хотелось бы. Тратите вы, ну не знаю, на одежду, на еду, на что-то, что вот в магазинах, да, магазин мне больше идет. Может быть, вам нужно сделать закупки на неделю вперед, может быть, вам нужно там одежду какую-то подкупить.
общем, потратите больше, чем рассчитывали. Будете недовольны, будете прям ругаться, что такие цены, они растут, да как так, как народу жить, как людям жить. В общем, прям будете высказывать, кому-то будете высказывать, с кем-то будете делиться. 4. Мужчина женщине помогает. Причем это может быть как и мужчина ваш, так и сын, так и брат, и отец, и также может быть просто знакомый мужчина, там друг, коллега. Прям помогает как родной, да, потому что по 4 как родной. И вам это будет и полезно, и приятно, и вы что-то гораздо быстрее сделаете, чем, например, думали, либо рассчитывали. Еще у кого-то из вас как будто бы руки освободятся. Не знаю, у вас руки как скованы, завязаны, скованы, путы какие-то на руках. То ли вам что-то запрещено делать, то ли у вас нет возможности что-то делать, то ли какие-то ограничения есть. Вот я вижу, что руки у вас развяжутся. Для вас это хороший момент. Не ждите там долго, берите сразу и делайте. Потому что ситуация, она настолько вот шаткая, она с левой стороны, все может поменяться. Сегодня руки развязались, а к вечеру опять завяжутся, да, либо там завтра завяжутся. Как только шанс появляется, сразу делайте. Вот. И еще, мои хорошие, у кого есть какая-то тайна, либо какой-то секретик, и вам вот хочется с кем-то это обсудить, либо с кем-то поделиться. Это очень плохая идея, и лучше воздержаться. У кого-то еще отыграется ситуация, что вас будут провоцировать, да, ну типа расскажи, я никому не скажу, я вот вижу, тебя что-то там беспокоит, да, мне ты можешь довериться. Не доверяйтесь, ничего не рассказывайте. Тут либо человек специально, твою... Ни в коем случае не рассказывайте. Человек специально может выспрашивать, да, с целью потом использовать эту информацию против вас. Либо человек такой, знаете, болтливый, как там, болтун, находка для шпиона, да, может потом просто разнести ваш секрет по всем, как утюгам, да, все будут об этом говорить. Буквально там сутки не пройдут, а уже все будут знать ваш секрет. Вот прям показали, что нужно молчать. Нужно молчать, и как бы вам там тяжело это молчание не давалось, все равно не рассказывайте, иначе потом пожалеете. Но винить-то кого? Себя, да, потому что это вы все разболтали. Не надо. И то же самое скажите там близкому, например, человеку, там партнеру своему. Может быть, у вас один общий секрет. И он такой, ну вот я кому-то расскажу. Ни в коем случае пусть не рассказывает. Никому, даже родственникам нельзя рассказывать. Иначе потом все станет достоянием общественности. И вам будет очень и очень неприятно. Так, еще какое-то лечение мне идет. Я не знаю, что это лечение. Вам будут предлагать лечение, либо назначать лечение. Ну вот, не очень вы довольны. Хотя я вам так скажу. То, что вам предлагают, либо то, что вам назначат, оно вам действительно поможет. Может быть, вы ожидали каких-то более там серьезных медикаментов, либо серьезного какого-то предписания, да? А врач, например, там, либо специалист, который вас обслуживает, скажет, ну, достаточно там одной таблетки, да, и все будет хорошо. То есть не надо расстраиваться. Я вижу, что лечение поможет. Либо лечение назначено правильно, качественно назначено. Вот. Но опять же, мы не медики, не нам судить, да. Может быть, человек действительно очень хорошо разбирается в своей работе, и человек там не хочет, чтобы вы там тратились на ненужные медикаменты, либо там вспомогательные какие-то, которые особо там не влияют. Ну, в общем, лучше довериться. Здесь все хорошо будет. Дальше показано, что вам кто-то будет руку целовать. Целовать руку – это признавать вас, вашу правоту, вашу власть, ваш авторитет, вашу репутацию. Это прям приятно. Это с правой стороны, это приятно. И вы не против, чтобы вам руку целовали, вы вполне себе за. Да, это хорошо, это приятно, это хорошее впечатление, хорошие воспоминания. Так, и еще кто-то у меня на распутье будет стоять. И распутье такое ужасное в плане того, что очень сложно сделать выбор. И вас еще кто-то подгоняет. Вот как будто бы кто-то кричит: давай, давай, скорее, скорее. И вы прям на нервах. Что выбрать? Что выбрать? Прям голова у кого-то разболится. Я прямо почувствовала, висок ударила. Мои хорошие,
Здесь выбор идет абсолютно равнозначный. Тут не важно, что вы выберете. Тут приблизительно результат плюс-минус похожий. Да? Вы ничего не потеряете, ничего дополнительно не обретете. Да? По-разному подается, да? Как два разных варианта. Но на самом деле это одно и то же, только, наверное, как с разных сторон. Вот. Не нервничайте и выбирайте, вот на что глаз ляжет. Ну, с выбором вы точно не ошибетесь. Все будет замечательно. Так, лодка, парус слева. У кого-то из ваших знакомых либо родственников какая-то небольшая мечта исполнится. И этот человек к вам придет с этими хорошими новостями, и вы даже, возможно, будете праздновать либо отмечать. На самом деле хороший знак, тем более он поднимает настроение, он такой жизнеутверждающий, что да, мечты исполняются, желания исполняются. Прям посидите, попразднуйте, ну, по крайней мере, вы будете поздравлять этого человека. Еще у вас здесь крокодил показан, но он такой мелкий, мне еще идет, что беззубый. Человек, которого не стоит бояться. Ну, кстати, у кого-то еще отыграется, что этот крокодил, он зубы прячет именно в отношении вас. То есть для других людей это прям большой страшный крокодил с зубами, а в отношении вас человек прям такой приятный, ласковый, беззубый крокодильчик. Очень будет вам интересно пообщаться с этим человеком, и вы прям буквально чувствуете, как вы размораживаетесь, да? То есть при встрече вас прям холод прошибает, вам страшно, это же крокодил. А потом вы понимаете, что зубов-то нет, да? Что человек с вами очень деликатно, по-мягкому, уважительно начинает общаться, вы такая: о, хорошо, как мне хорошо. Да, других людей этот крокодил кусает, а в отношении вас, наоборот, вот все зубы свои как вынимают, как эти вставные, да, и вполне себе приятно, дипломатично и очень нежно с вами общается. Может, начальник какой-то, да, либо чиновник какой-то, но все равно будет приятно. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.